дорогие телезрители и радиослушатели. В эфире программа «Якутск сегодня» и у микрофона ведущая Розалия Ксенофонтова. Сегодня мы будем говорить о литературе классической, всегда актуальной во все времена. И с удовольствием представляю наших гостей. Это Дмитрий Жирков, старший преподаватель филологического факультета Северо-Восточного федерального университета, и Юлия Смольникова, организатор литературных балов в смарт-библиотеке. Добрый день. Здравствуйте. Добрый. Угу. В смарт-библиотеке с лета этого года проходят такие необычные мероприятия, как литературный бал. По-моему, это даже впервые в Якутске, да, такого формата мероприятия проходит. И они были посвящены все именно классической литературе, как русской, якутской, так и зарубежной. И, к слову, в прошлые выходные прошел такой завершающий цикл. Этот цикл мероприятия, посвященный именно зарубежной литературе. По якутской прошло в День города, это в сентябре было, и первый бал состоялся летом этого года. Юля, вот расскажите, как пришла вообще идея проведения таких мероприятий, почему именно классика была выбрана, почему это был цикл таких мероприятий? Да, на самом деле очень спонтанно пришла идея. Мы с коллегами сначала вдохновились Met-Gala, да, которые все, наверное, следят. Благотворительное мероприятие. Да, бал такой благотворительный. Мы с коллегами тоже смотрели наряды гостей, которые туда приходили, и задумались о том, почему бы не провести что-то похожее у нас в городе, потому что у нас все-таки люди очень творческие. Сейчас как раз телезрители могут увидеть фотографии. И поэтому мы решили, почему бы нет. Потом мы обдумывали вообще цель мероприятия, да, нужна же цель, чтобы люди пришли и чтобы у нас в городе, потому что у нас все-таки люди очень творческие. И мы подумали о цели и поняли, что нужно делать мероприятие глубже, нужно делать мероприятие такое, чтобы оно запомнилось и чтобы принесло какую-то пользу. И на ум пришло как раз классическая литература, да, она всегда актуальна, и, возможно, молодые люди, они не так относятся к классике, да, потому что когда-то их заставляли читать в школе классическую литературу, да, как-то немножко. Вот. И мы хотели бы обратить внимание, что классическую литературу нужно читать, перечитывать, переосмысливать и, возможно, даже попытаться примерить на себя образ какого-то литературного персонажа, да, литературного героя. И вот так пришла как раз идея провести цикл литературных балов. Русская, якутская и зарубежная. Давайте немного посмотрим. У нас есть видео с этого события, как это проходило. Посмотрим, какие персонажи присутствовали, потому что это было очень такое атмосферное мероприятие, да, действительно. И если говорить о гостях мероприятия, то вы отмечали, что было несколько поколений. Юлия, расскажите, какие были персонажи, какое произведение было самое популярное? Интересно, наверное, это не секрет, что многие любят Михаила Булгакова, да, его произведение знаменитое «Мастер и Маргарита». И именно это произведение, да, было нашим лидером. У нас присутствовали 2 Маргариты, 2 кота-бегемота. Вот. Но на самом деле это даже по опросам известно, что это произведение наибольшее количество раз перечитывается людьми, да, очень нравится. Также у нас была Софья Фамусова, у нас были представители
нас еще был. Сам Гоголь, по-моему, Да, был. точно. Да. Я совсем забыла про Гоголя. Это, кстати, тоже очень интересно. Это была девушка в костюме Гоголя, что крайне интересно. Нас еще обещал быть Пушкин, но он почему-то не пришел. Я забыла. Дмитрий, вы были в качестве жюри, присутствовали на этом балу. Какие у вас были впечатления вообще от самого мероприятия, от участников конкурса литературных героев, образов? Да, сейчас зрители, так же как и мы, могут лицезреть кадры этого замечательного мероприятия. И снова меня пробирают эти чувства уже ностальгические об этой атмосфере, об этом мероприятии, которое прошло под эгидой русской классики, первый бал. И, конечно же, это был абсолютный восторг от того, что было очень много молодежи, что было очень много людей, и людей старшего возраста. Все были в образах, и даже те, кто не участвовал непосредственно в конкурсе образов, они тоже выдержали антураж. И все это, наверное, не может не трогать за душу, не может не трогать сердце филолога. И, конечно же, для меня это самые прекрасные такие ощущения. И вот, говоря уже о последнем цикле, о зарубежном балу, на котором мы были только вот на днях, и снова эта атмосфера, и снова это место, библиотека Смарт, которая считается в городе одной из лучших и таких креативных пространств, которая, вот видите, может сегодня и реконструировать, воссоздавать традиции балов в России. Ну и, наверное, примечательно, что действительно встретились поколения на этой площадке, были и старшеклассники, да, и студенты, и было старшее поколение, и было очень приятно видеть, что некоторые приходили в одних и тех же образах, да, будь то старшее поколение, что и молодые. Да, на самом деле у нас здорово, что люди приходят с семьей, приходят мамы с дочками, приходят мужья с женами, приходят с маленькими детьми, которые, кстати, тоже были. У нас, хотя мероприятие было вообще-то 16+, но, тем не менее, некоторые приходили с детьми, и дети тоже были наряжены в стиле балов, да, девочки были в красивых платьях, помогали своим мамам, и это очень интересно, потому что люди действительно с помощью подобных мероприятий они не просто относятся к книге как к чему-то там, вот, это просто книга, да, они действительно могут почувствовать то, что было когда-то, да, был бал, были какие-то развлечения, которые сейчас нам недоступны, а мы вот, например, попробовали сделать что-то такое, да, это и лекции были по литературе, и мастер-классы. Да, вот расскажите, пожалуйста, о мероприятиях подробнее, что еще ждало? Обязательно на каждом бале, да, мы сделали лекции по литературе, это, конечно, обязательно было. Даже не условия, а по умолчанию должна была быть какая-то лекция по литературе. Да, это не просто развлекательное мероприятие, что это мероприятие именно образовательного характера в том числе. Еще одно обязательное такое условие было — это проведение конкурса литературных персонажей, где как раз вот Дмитрий был в жюри. Люди должны были заявить, каким именно персонажем они будут, и в условиях оценки нужно было не просто выдержать стиль, но и именно какие-то элементы добавить, да, что не просто девушка в пышном платье, я там могу быть и Скарлетт, и Джейн Эйр, и кем угодно, да, а именно по книге, как выглядела героиня. Соответствие литературному. Да. Какие у нее были там волосы, глаза и так далее. И это заставило людей вернуться к тексту, ну, то есть перечитать его, немножко погрузиться снова. И это тоже очень, я думаю, очень хорошо в этом плане было задумано. Ну и люди тоже вдохновились. Ну, когда мы еще можем надеть пышное платье, пройтись, прогуляться, да, встретиться со своими друзьями и знакомыми, ну, это ведь действительно редкое мероприятие. Где так Дмитрий, вы были не только членом жюри, но и проводили лекцию в тот раз. Расскажите об этом. Насколько много было людей, как вы считаете, насколько заинтересованы были слушатели? Интерес был, и интерес был откровенный, и были разговоры и после лекции. Сама лекция была посвящена раскрытию образа бала в русской литературе.
если же вводить очень кратко нашего слушателя, нашего зрителя в тему лекции, то я бы мог очень кратко обозначить, что в русской литературе, в отличие от литературы зарубежной, образ Бала раскрывается через мотивы безумия и смерти. Такие страшные мотивы, тонтологические. И если брать самые яркие такие примеры из страниц русской классики, «Горе от ума» Грибоедова, где Чацкий был объявлен сумасшедшим фамусовским обществом. Если брать Евгения Онегина Пушкина, где все заканчивается разочарованием для главного героя, последователь Пушкина Лермонтов в драме «Маскарад» тоже провел этот образ через мотивы безумия, потому что герой тоже сошел с ума. Ну, и много таких, целый ряд таких произведений, апофеоз всего этого упомянут уже выше. «Великий бал у сатаны» Михаила Афанасьевича Булгакова, где эти же темы, те же образы и литературная традиция была продолжена. И что интересно, после лекции тоже подходили, и в том числе и другие эксперты, которые заинтересовались таким креативным прочтением пьес, значит, повести Николая Васильевича Гоголя «Шинель», Акакий Акакевич Башмачкин, мелкий чиновник, в котором, ну, по некоторым воззрениям современных литературоведов угадывается образ Золушки. Угу. Да, эта лекция была, по-моему, прямо собрала очень много положительных отзывов, потому что пришли люди, которые любят перечитывать классику, и я помню, как говорили, как же хорошо, что есть такие лекции, когда мы можем вновь окунуться в классику, пересмотреть что-то, и было бы классно, если бы такие мероприятия были чаще намного. Так что, пользуясь случаем, приглашаем вас. Обязательно. Сейчас мы скоро прервемся на небольшую рекламу. И, Юлия, какие призы получили победители литературного бала? Ну, это, конечно, по русской классике. Да. Лучший подарок — это книга. Мы придерживаемся этого принципа, и все участники на всех 3 балах получали книги. Ну, естественно, на русская классика это была, да, это была подборка сочинений, красивые обложки, подарочные издания. Мы думаем, что, возможно, не у всех есть эти произведения, да, в домашней библиотеке, и даже если они есть, то почему бы им не появиться снова? Вот. У нас очень хорошие спонсоры, наши друзья, партнеры. Это, книжные магазины. Да, книжные магазины. И просто люди, которые не против были помочь нам, поддержать нашу идею. Поэтому получилось сделать такие хорошие призы. Ну что ж, мы прерываемся совсем на небольшую рекламу, затем мы продолжим наш разговор и поговорим уже о втором мероприятии цикла литературных балов, о Агар Балаган Джаракехете, это якутский бал по якутской классике. Встретимся после рекламы через пару мгновений. Продолжаем говорить о цикле литературных балов в смарт-библиотеке, и мы до этого рассказывали о том, как прошел первый бал, который был посвящен русской классике, и сейчас давайте расскажем о уже втором мероприятии. Это мероприятие прошло в рамках празднования Дня города Якутска, и это был якутский бал, но тут нужно оговориться, что в понятии, в якутской классике, да, нет такого мероприятия вообще, как бал, и поэтому формат был совершенно другой, и назывался он «Агар Балаган Джаракехете». Да? И, Юлия, пожалуйста, расскажите, как библиотека готовилась, как менялся формат этого мероприятия. Да, хочется отметить, что мы сразу определили, что это будет не только якутская классика, но в целом якутская литература, которая будет включать и сказки, в том числе коренных малочисленных народов Севера, и эпосы Ланхо, потому что, чтобы нашим читателям, нашим гостям было легче подобрать себе образ литературный. Мы сделали такое решение, специально подобрали литературу, написали списки, сделали книжную выставку, чтобы нашим читателям было удобно и комфортно. Мы украсили библиотеку в виде 3 миров, сделали. У нас 3 этажа в библиотеке, поэтому мы сделали также верхний, средний и нижний мир. И открывался бал у нас тоже
с эпоса «Алонхо». Это было театрализованное представление, полностью подготовленное библиотекарями нашей библиотеки. И у нас еще были из других библиотек тоже. Да, коллеги присоединились, да, очень коллеги помогли. Очень было интересно, здорово. И это действительно было театрализованное такое открытие, которое очень настроило, да, на проведение как раз мероприятия. Ну, мы не говорим, что это был прямо вот бал, да, в классическом понимании этого слова. Это было больше такое традиционное мероприятие, да, наверное, больше похожее на эсэх в какой-то степени. Но в любом случае оно входило в цикл литературных балов, как мы решили, да, это сделать. Очень большое внимание привлекла лекция, посвященная образу Василия Манчары. Провел эту лекцию преподаватель Института языков и культуры народов Северо-Востока Российской Федерации, нашего СВФУ, да. И также проходили мастер-классы, квизы литературные. И, что удивительно, были целые коллективы, которые представляли литературных героев. Да. Это, в частности, произведение Кулаковского. Да, портреты якутских женщин. Мы знаем, что там 7 портретов, и один коллектив, да, они решили выбрать каждая женщина по портрету и представить его. Очень интересно было наблюдать. Это было действительно не просто даже парад персонажей, да, это было тоже такое своего рода театрализованное представление. Очень здорово подготовились наши героини. И, конечно же, они заняли призовые места в конкурсе. А сейчас у нас готово видео, мы можем посмотреть. Давайте окунемся теперь в якутскую литературу. Как раз моменты подготовки к самому балу, это и украшение самой библиотеки, благодарственные письма, это выставка книг, аппаратура, да, это уже репетиция театрализованного представления. Все было именно в таких, выдерживали каноны якутской культуры, да, встречали работники в национальных одеждах, все мы были. Было очень много и студентов, и старшее поколение. Встречали гостей как раз коллектив Кылсаха, это национальные музыкальные инструменты. Это было все очень так аутентично. Гостей встречали также и с кумысами, оладушками, салама раздавали каждому пришедшему. И как раз еще нашими партнерами в этом мероприятии выступили музеи литературы города Якутска. Можно было поиграть в национальные настольные игры. Был еще арм-рестлинг, да. Да, битва боттеров была. Это как раз-таки сейчас идут отрывки театрализованного представления, можно увидеть. И мы были очень рады встретить на нашем балу именно старшее поколение, которое подавало пример того, как надо и любить, и ценить якутскую классику, да, потому что на этом балу больше всего было молодежи и детей. Ну и так как это мероприятие вошло в цикл празднования, да, посвященное юбилею нашего города, и то было много людей, которые не знали до этого, что у нас проводятся такие мероприятия, и поэтому благодаря этому мы, конечно, очень много встретили новых читателей, новых гостей, которые как раз сразу же погрузились вот в атмосферу литературного бала. Здесь как раз-таки мы впервые заметили наших зрителей, которые начали посещать, уже пришли на второй бал, да, это были и семейные пары, и молодежь, да, мы были очень рады их видеть на русском, затем уже и на якутском, и в последующем мы их даже увидели и в третий раз, да, то есть появились у нас постоянные посетители, любители классики
классической литературы, и каждый раз они готовили свои образы, подбирали персонажей, участвовали в конкурсах, и это было очень ценно, и мы поняли, что действительно для молодежи и для взрослых классическая литература действительно очень актуальна. Да, на самом деле очень интересно, что когда мы уже готовились к третьему зарубежному балу, да, мы увидели, что регистрируются люди, которых мы уже знаем. То есть это знакомые имена, знакомая фамилия, и люди действительно ждут это мероприятие, они его ждали, спрашивали еще до того, как мы объявили регистрацию, и потом, когда мы уже его проводили, да, зарубежный бал, мы, ну, можно сказать, оказались в компании уже знакомых нам людей. То есть это наши постоянные читатели, с которыми мы уже здороваемся, которых мы узнаем. Говорим, спасибо, что вы снова пришли. Они тоже были удивлены, смущены. Я помню, молодые люди, да, к нам приходят девушки с молодыми людьми, и они так очень немножко стесняются, как будто бы, но все равно всегда участвуют, и это очень отрадно, потому что это действительно, если молодежи актуальна наша, классика, да, то, значит, все хорошо. И давайте мы сейчас перейдем к завершающему нашему мероприятию, да, это уже зарубежная литература. Если мы о русской литературе брали, повторите, пожалуйста, какую эпоху, то в зарубежном как? Эпоха русской классики у нас, мы начинали ее с 17 века и заканчивали началом 20 века, ну вот как раз по Булгакову, потому что не взять Булгакова было бы преступлением, я думаю, наши читатели бы не простили. Вот. А зарубежный бал мы брали эпоху, мы прямо описали от Шекспира до Фицджеральда, то есть это плюс-минус то же самое, да, но мы именно определили по авторам, потому что это те авторы, которые, кстати, в итоге и были представлены больше всего и в костюмах, и в конкурсе литературных персонажей. Поэтому, ну, я думаю, вот мы как раз сделали правильный выбор и сказали авторов, на которых стоит обратить внимание. К подготовке к балам в социальных сетях, получается, готовились материалы, образы описывались, да, как раз и сами произведения для того, чтобы человек мог вспомнить, прочитать, рекомендации делались. Насколько был отклик от зрителей? В социальных сетях, да, мы делали мероприятие, да, то есть это отдельная группа была, куда можно было подписаться и сказать «я пойду», и мы бы уже там публиковали контент. Я не скажу, что там было очень много людей, но как раз те люди, которые были заинтересованы и которых мы видели все 3 раза на наших балах, вот они как раз и были подписаны на эти группы и задавали вопросы, ставили лайки. То есть это уже конкретно такая наша аудитория. То есть, очень... Дмитрий, вы приехали на это мероприятие прямо с другого мероприятия, да? Да, действительно, это знаменитая фраза «с корабля на бал». Вот я как раз оказался под нею, потому что действительно было мероприятие в Малой академии наук, в Актёнцах, это очень не близко. И вот я действительно приехал, бросив все свои дела, благо они там завершились органично, и я присоединился к этому балу, где застал как раз и лекцию своего коллеги, и костюмированный бал, это самое главное. Конечно же, если говорить об этом цикле, прошедшем, организованной библиотекой, то хочется мне, как человеку все-таки не организатору, а гостю все-таки приглашенному, отметить то, что бал был выдержан концептуально. Это самое важное, что это было органично, это было очень стильно, это было очень креативно, это было по-молодежному, это было свежо, ново. И очень много сейчас можно подобрать слов. И здесь, когда мы говорим о литературном бале, все-таки об этой составляющей немаловажной, то хочется мне все равно вспомнить
профессора Мира Яковлевну Мишлемович, которая мне говорила о том, что... Но для меня эта фраза наиболее актуальна, потому что я педагог, что главное на уроках литературы — это атмосфера. И хочется сказать, что эта атмосфера в цикле литературных балов была. Это самое важное. Замечательно. Был и мастер-класс по ча-ча-ча, да? Да, на самом деле у нас было 2 балла до этого, да, и ни на одном не было как такового балла, потому что никто не танцевал. И уже когда мы подходили к 3-му, нам начали задавать вопросы, в том числе в социальных сетях, а будут ли танцы? И мы решили все-таки в конце, да, завершить цикл и сделать эти танцы. Да, мы обратились к Арктическому государственному институту культуры и искусств, чтобы они помогли нам с этой составляющей, потому что здесь у нас был, да, сами бы мы не справились. Они пригласили педагога, который провел замечательный мастер-класс. Действительно, гости очень сильно воодушевились. Да, они приняли участие, станцевали, что-то попытались сделать. Было очень зажигательно и интересно. Мы прерываемся на небольшую рекламу, и затем мы продолжим наш разговор. Пожалуйста, не переключайтесь, и увидимся через пару мгновений. Еще раз здравствуйте, в эфире «Якутск сегодня», и мы продолжаем наш разговор о литературе. Вечер зарубежной литературы, зарубежной классики. Напомню, что у нас сегодня в гостях Дмитрий Жирков, старший преподаватель филологического факультета Северо-Восточного федерального университета, и Юлия Смольникова, организатор литературных балов в смарт-библиотеке. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. По зарубежной литературе, Юлия, какие были больше персонажи? Сказали, что от Шекспира до Фицджеральда была такая временное ограничение, и это была полностью зарубежная литература, но несмотря на такую европейскую, да, большую часть мы как организаторы выбирали, но были персонажи и из азиатской литературы. Да. У нас была героиня, да, она у нас участвовала в конкурсе литературных персонажей, и она представляла как раз главную героиню из мемуаров гейши. Но на самом деле, конечно, вот как вы сказали, от Шекспира до Фицджеральда, на самом деле большинство как раз было из эпохи, из произведения, можно даже сказать, «Великий Гэтсби». Да, наверное, это такое одно из самых легких образов, да, которое может себе позволить человек сделать, да, и очень яркий, да, все мы представляем, как выглядит эпоха Великого Гэтсби, это ярко, это блестки, это перья, да, это очень красиво, и на самом деле поэтому у нас, наверное, половина на половину разделились наши гости, половина были в стиле Великий Гэтсби, а половина — это что-то между маленькими женщинами и Джейн Остин, так скажем. Вот, но если говорить про произведения, представленные еще на конкурсе литературных персонажей, это была королева Анна Австрийская из «Трех мушкетеров» Дюма, это была Джульетта, конечно, куда без Джульетты на литературном бале, да, вот, и это были герои «Унесенных ветром», и, естественно, Элизабет Беннет из «Гордости и предубеждения». Дмитрий, вам какой персонаж больше всего понравился, точнее, образ какой больше всего понравился, запомнился? Мы единогласно с членами жюри отдали первенство все-таки образу Джульетты. Там он был очень выдержанный, очень стильный, со всеми деталями. Но специальный приз от филологического факультета мы все-таки вручили героине Хацумомо, как раз-таки из мемуаров гейши. Как раз-таки, наверное, в этом ряду европейских персонажей все-таки экзотический, японский, и он тоже был очень-очень интересный. Давайте сейчас посмотрим видео самого мероприятия и посмотрим, вновь вспомним тоже моменты подготовки. Библиотека сама была тоже оформлена в стиле Великого Гэтсби, и большая часть работников тоже выдержали именно этот стиль.
Были мастер-классы. Были подготовлены еще такие книжные подборки, которые читатель мог выбрать вслепую. Это была классическая литература, и это были и современная. То есть 3 книги, человек не видит, какие именно ему попадутся. И назывались они как книжные гамбургеры, да, книжные подборочки. И нужно сказать, что такое немножко загадочность этих подборок привлекли внимание посетителей, и почти все унесли с собой. А вот как раз литературные герои, это сейчас видят на экранах квиз, викторину, да. И было также чтение по ролям. Да, мы читали Шекспира «Сон в летнюю ночь». Наши гости могли выбрать или же сходить на лекцию, послушать про Дориана Грея или пойти на как раз читку Шекспира. Очень интересно, что разделились примерно поровну люди. И вот они как раз могли прочитать отрывки из комедии Шекспира, почувствовать себя актерами, почувствовать себя героями произведения. Как вы считаете, Дмитрий, насколько актуальны сегодня такие литературные просветительские мероприятия в виде лекций, если будут для населения проводиться, насколько они будут актуальны? Конечно, эта фраза о том, что классика бессмертна, классика вечна и актуальна, это уже само собой понятно. Это мысль, я думаю, которая должна дойти до каждого. И сегодня мы говорим о таких мероприятиях просветительских, действительно литературных, которые, самое главное, находят отклик в сердцах. И для нас это самое важное. Конечно же, спрос на подобные мероприятия, он всегда будет. Я даже верю в то, что этот спрос будет только возрастать, потому что сегодня молодежь нынешняя очень интересная, она увлечена, конечно, в первую очередь комиксами, конечно, это молодежь, которая живет сериалами и играми, но вот эта вот составляющая, как раз-таки сюжетная, всего этого, вот эти неожиданные переходы, вот эти все детективные ходы, это все литературное на самом-то деле, это все зиждется на литературе, и при умелой подаче, при правильном подходе и, конечно же, концепции выдержанной, это может очень хорошо работать, и это может приносить свои плоды. И, конечно же, мы говорим об очень высокой миссии, несмотря вот некий кажущийся, возможно, кому-то развлекательный характер, мы говорим о миссии формирования читательской культуры. А мы, конечно, с вами знаем, что чтение, особенно классической литературы, это то, что наиболее важно, особенно в пределах нашей страны, культура, которая всегда основывалась на слове. И мы говорим о передаче традиционных ценностей, вечных ценностей. И это и важно, и нужно. Как раз сейчас моменты фотографии с мероприятия. Юлия, расскажите подробнее о том, что еще ждало наших посетителей. Как мы уже говорили, да, прошла читка Шекспира. Еще один такой традиционное мероприятие нашего бала — это литературный квиз. Квиз, конечно же, был на материале той эпохи, которую мы заявили для наших участников. И он такой не сильно сложный, да, был, там были ребусы, там были вопросы, и участники должны были на них отвечать посредством поднятой руки, да, кто быстрее ответит, кто правильнее ответит, получали фишки, получали бонусы какие-то, небольшие подарочки, и уже в конце квиза
человек, набравший наибольшее количество вот этих самых фишек, получал уже такой суперприз. Мгм. То есть это тоже такой немножко элемент соревнования, и кто-то что-то новое узнавал, кто-то проверял себя, кто-то доказывал себе, что он знает очень много о литературе. Это тоже очень интересно было посмотреть. Если посмотреть фотографии, можно увидеть, что там полный зал. То есть Мгм. людям было интересно, люди хотели отвечать на вопросы. Мгм. Ну и в декабре перед празднованием Нового года ожидается еще одно мероприятие, да, но посвящено оно будет не только взрослой аудитории, а больше будет как бы для детей, потому что на протяжении всех этих месяцев мы получали и вопросы, да, и пожелания, что нужны такие мероприятия для детей. Можно мы придем с детьми, да, но, к сожалению, программа была такой, что это были серьезные лекции, которые были бы, наверное, непонятны детям там 10-12 лет, да, и вот что ожидает в декабре горожан. Да, мы решили сделать такой рождественский, можно сказать, бал, куда бы мы пригласили и детей, и взрослых. Мы не будем ориентироваться только на классическую литературу, и гости этого бала смогут примерить на себя образ абсолютно любого книжного персонажа, да, будь то Гарри Поттер, будь то Хоббит, да, неважно. В общем, все, связано с кого литературой, любят, да, да. дети, кого любят взрослые, как раз это тот момент, когда они смогут стать любым персонажем литературы. И это будет мероприятие, которое, наверное, будет схоже с Библионочью, когда будут мероприятия и для детей, и для взрослых, параллельные, нон-стопом, и большое количество времени будет проводиться. Такое, наверное, если вы на Библионочи когда-то были, вы примерно представляете, как оно пройдет. И, конечно, это будет такой развлекательно-познавательный, просветительский Да, жанр, да, все связанное с литературой. Будет очень много, я думаю, что наших традиционных квестов и викторин по литературе, которые обожают дети. И, Дмитрий, расскажите, пожалуйста, о мероприятиях, которые проводит филологический факультет для населения, и где их можно посетить, как узнать о том, где и когда они проходят. Конечно, все понимают, что университет решает прежде всего задачи развития и формирования личности студента. И это ряд наших мероприятий, посвященных тем или иным писателям. У нас очень здорово прошли в свое время композиции литературно-художественные, конкурсы, посвященные Солженицыну, Горькому, Бродскому. Конечно же, мы говорим и о каких-то современных писателях. Так, фильм по мотивам романа Юзефовича «Зимняя дорога» тоже прошел на такой позитивной волне. Если же говорить о каких-то современных форматах, тем не менее, несмотря на то, что аудитория все-таки студенческая, это все равно выходит за пределы нашего университета, все равно расширяется, распространяется, особенно если это интернет-пространство. И сейчас у нас в ноябре заканчивается цикл литературного блога, а в следующем году мы планируем снять цикл научно-популярных видео о русских писателях, бывших в Якутии и писавших о Якутии. Так что заходите на сайт университета, следите за афишами и анонсами. Я благодарю наших гостей за то, что уделили сегодня время, были вместе с нами. И я прощаюсь с нашими слушателями и зрителями. Увидимся с вами вновь. И приходите в библиотеку, читайте книги и не забывайте о литературе классической. Всем спасибо, до свидания.